Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину. А тема звучит так: будет ли он вас возвращать? А если да, то как? Загадайте, пожалуйста, на мужчину. На себя, пожалуйста, тоже загадайте. Представьте вас вместе и задайте именно ему этот вопрос. Будешь ли ты меня возвращать? И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну ничего себе! Я думаю, вы уже сами все увидели. Даже не просто возвращать, девочки, девушки, мои хорошие женщины. Если вы не в браке с этим мужчиной, либо вы уже как разводитесь, развелись, то здесь свадьбой пахнет. Либо свадьбой в целом, либо второй раз вас замуж позовет, да, и вы будете играть свадьбу. Ну, давайте пойдем к корню рисунка. Здесь много всего интересного. Начнем с того, что визуально картинка такая. Он в одну сторону смотрит, бежит, вы в другую сторону смотрите, бежите. То есть между вами что-то прям грандиозное произошло. Грандиозное и обоюдоострое. То есть и один, и другой партнер считают себя обиженным, жертвой, да, а оппонента считают виновником во всем. То есть вы считаете, что он виновник в том, что между вами произошло, и он считает, что вы виновница, что между вами произошел разлад, разрыв. Я, если честно, с этого рисунка не понимаю, кто из вас прав, а кто из вас виноват. Но поскольку его фигурка гораздо больше, чем ваша фигурка, значит, его вины во всем случившемся, произошедшем гораздо больше. Хотя он тоже, смотрите, корчит из себя жертву. Он говорит: вот меня она обидела, вот она меня не любит, ой, это все из-за нее. И, кстати, не исключено, что он с кем-то общается и прям в открытую, без всякого зазрения, именно вас обвиняет в том, что вы расстались. У вас какая-то более спокойная позиция, более спокойная. Ну, по крайней мере, вы не склонны к истерикам, да, и не склонны жаловаться прям так на судьбу. Я хочу на оракуле посмотреть на него и посмотреть на вас. Я очень хочу понять, что произошло. Почему и он, и вы так сильно друг на друга обижаетесь? Знаете, вот идет такая информация, типа, я не хотел с ней расставаться, это она все устроила, да? И у вас такая же ситуация, что будь он другим, либо относился бы он к вам по-другому, вы бы не стали с ним расставаться. Так, с ним хочу посмотреть, что все красиво начиналось у вас с этим мужчиной, а все скатилось из-за его какого-то поведения, отношения, либо характера. Смотрите, у одних девочек отыграется, что мужчина очень красиво вначале ухаживал, производил впечатление. Просто, знаете, вот даже сама карта, да, счастливое знакомство, счастливая встреча. Да, все было прям идеально. Там любовь, морковь, симпатия, горящие глаза, там страсти, мордаси. Ну, все прекрасно было. Красиво ухаживал, вел себя как джентльмен, а потом вилы в боки, да, здесь открылись какие-то его склонности, наклонности, его нормы поведения, его характер, его даже какое-то отношение, да, такое немножко себелюбивое, эгоистичное, эгоцентрическое. Но у кого-то отыграется, что вы столкнулись с его мамой, либо с его бывшей, и поняли, что прям какое-то колоссальное влияние эта дама оказывает на загаданного мужчину. И, конечно, вам это не понравилось. И, возможно, вы
ждали немножко другого, а мужчина, как говорится, не оправдал. Да? Может быть, вы ему глаза на это хотели открыть. Либо вы ему так и говорили, зачем нам третий лишний в отношениях? Есть ты, есть я, есть наша любовь. Зачем нам третий лишний? Зачем нам твоя мама? Либо зачем нам твоя бывшая? Ну и мужчина как бы неадекватно на это все реагировал. Я не могу сказать, что он плохой. Скорее, он какой-то безответственный, либо недальновидный. Ну, бывает. Либо действительно какой-то мамий. Да, такие мужчины, кстати, не редкость, особенно в последнее время. Так, сейчас хочу посмотреть еще на вас. Видите, картинки очень крупные, деталей очень мало. Иногда отсыпка получается просто замечательно, очень детальная, много картинок, и я могу по ним прочитать историю. Но иногда бывают вот прям такие крупные рисунки, по которым практически трудно что-то понять. Ага, все понятно, что с вами. Девочки, а вы ведь тоже не подарок, да? Прям, видите, последняя карта подарок. Не подарок в том плане, что у вас немножко испорчена психика. Вы меня извините за такие подробности, да, но смотрите, в вашем прошлом был какой-то мужчина, который очень плохо с вами поступил. И обжегшись на молоке, вы теперь на воду дуете. Понимаете, это все тянется из прошлого. У кого-то был прям мужчина, муж, может быть, даже, да, первый там муж, может быть, даже второй, у кого-то и пятый, как говорится, у кого какое здоровье. А у кого-то, например, был пример отца, который очень плохо жил с вашей мамой, да, и вы это все видели, будучи маленьким ребенком, маленькой девочкой, как говорится, насмотрелись на всю жизнь. И в своем будущем партнере, конечно, вы искали совсем других качеств. Может быть, этот мужчина вам в чем-то напомнил вашего отца, и вы сразу такая раз, шипы, да, во все стороны, не подходи, я вот не хочу, да, я не хочу повторения, я не хочу старых граблей. То есть очень больно они меня ударили, я этого не хочу. Девушки, давайте начнем с того, что идеала не существует. Просто не существует. Нет его в природе. В природе нет прям какой-то там симметрии, да, нет каких-то прям идеальных линий. То есть, да, все к этому стремятся, но это невозможно. Просто невозможно. Это первый момент. Второй момент. Нет одинаковых людей. Вот абсолютно одинаковых. И да, люди могут друг друга напоминать там, внешне, повадками, какими-то пристрастиями, но это не значит, что вы получите точно такой же результат. Здесь бы я, конечно, вам советовала либо снять испуг из вашего прошлого, то есть его вылить, например, на воске, либо чтобы вам его отшептали. Да, поищите знахарку, поищите какую-нибудь бабушку, которая этим именно занимается. Пусть она с вас снимет испуг. Если вы в такие штуки не верите, не доверяете, может быть, да, либо у вас нет возможности найти действительно человека, который не деньги берет, а свою работу делает, то тогда обратитесь к психологу. Хороший психолог за несколько сеансов избавит вас от этого зажима, от этого страха, от этого испуга, который вы действительно получили. И тогда вам будет гораздо легче устроить свою личную жизнь. Хоть с этим мужчиной, хоть с каким-то другим. Да? Понимаете, о чем говорю? У вас зажим происходит. Вы очень остро реагируете на какое-то конкретное поведение, либо отношение мужчин к вам. Да? Вот какой-то страх из прошлого. Но и в целом, девочки, вашу любовь, ее очень сложно заслужить. Вас тут подарками не купишь. Нет. Вы смотрите глубже, вы смотрите именно в душу человека. Да? Тут там слова красивые, романтика, подарки. Не-не-не. Это не то, что вас подкупает. Вас подкупают честные, открытые глаза, ясные суждения и конкретные действия, которые вы справедливо оцениваете. Вот так. Нашла коса на камень. Так, давайте посмотрим, что за проблема между вами случилась. Да? Потому что, смотрите, здесь просто вот стена и все, глухая стена между вами. Но что интересно, вы к этой стене, и он, и вы за нее держитесь. Смотрите, он держится за эту стену левой рукой, и вы держитесь за эту стену левой рукой. Вроде как вы разошлись, но тем не менее за стену держите. Смотрите, сама перевернулась. Видите, карта какая?
Шанс на любовь она называется. Шанс на любовь. Вы ведь чувствуете, да? Чувствуете сердцем, душой чувствуете, что любите. И он тоже чувствует. Так, что же между вами тут такое произошло? Ой, ну тут какая-то прям банальная ситуация, девочки, на самом деле. Очень банальная. Скорее всего, поссорились вы из-за каких-то вопросов. У одних отыграются там финансовые вопросы, у других жилищные вопросы, у третьих, например, мужчина там долго мямлит, все тянет эту волынку, не предлагает вам более серьезных отношений, да, либо не развивал ваши отношения. У вас, как говорится, нервы сдали, и вы, возможно, поменяли свое отношение к нему. Он это все почувствовал, сказал: ах, она меня разлюбила, ах, у нее, скорее всего, другой появился. И, как говорится, слово за слово, действие за действие, и понеслась. Значит, девочки, серьезных каких-то глобальных причин я не вижу. И даже если у него какая-то очень, такая навязчивая мама, либо навязчивая бывшая, это вообще не проблема. Проблема именно в ваших, и в вашем, и в его характере. Давайте так, мягко скажу. По этой карте, карта профессии, да, она подразумевает умение, навык, какой-то талант. Талант принимать друг друга как есть. Навык видеть в человеке лучшее, либо пытаться рассмотреть лучшее. Вам нужно друг друга принимать такими, как вы есть. Не пытаться переделать, не пытаться под себя подмять. Принимать как есть и своим примером партнеру показывать. Да? Я хочу вот этого. Вот смотри, как я к тебе отношусь. Я жду от тебя ответку, чтобы и ты ко мне так относился. То есть все проговаривать, все объяснять, вот как дети, да, дети, ведь они такие честные, они такие откровенные, и вы должны быть в отношениях такими же. На самом деле вы друг друга вот любите, понимаете, любите. И высшие силы прям так и говорят, любят. У вас самый главный рисунок в венце – это пара, причем вот как свадьба мне идет, свадьба. Потому что он в костюме, да и вы в каком-то шикарном платье. И он, смотрите, он вам букет дает, огромный букет дает. То есть вы друг друга действительно любите, и вы действительно пара. И вам на двоих будет дан шанс на эту любовь, на это счастье, на это совместное будущее. Это не значит, что он прям придет и будет вас возвращать. Это значит, что высшие силы будут создавать вам такие ситуации, когда вы хотите, не хотите, а будете встречаться. Хотите, не хотите, а будете общаться. И прям тянуть будет. Чем дальше, тем больше. И вас к нему, и его к вам. А тянет любовь. Любовь. Вот эта вот ниточка, которая вас связала, и вы как эти два голубка, да, друг без друга не можете. Чем дольше вы будете друг без друга, тем сильнее будут ваши чувства. Тем сильнее будет жажда друг друга. Понимаете? Когда случится ваше примирение? Я уже не говорю, что там возвращение. Я про примирение уже говорю. Смотрите, до конца года вы точно помиритесь. Вы все разные. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Но до конца года точно помиритесь. И Новый год, вот новогодние праздники, вы будете вместе. И кто-то из вас обязательно в новогодние праздники не только будет отмечать Новый год, но и, возможно, объявит о свадьбе, да, о будущей свадьбе. Предложение получит, там, платье будет выбирать, да, кто-то и зимой свадьбу сыграет. Девочки, но здесь вот все идет именно к объединению, к свадьбе и к семейному счастью. Вот как хотите. Кто зашел на эту отсыпку, вот она ваша счастливая картиночка. Хотите, сделайте принтскрин. Но именно вот этой части, вот эту не надо делать, да, где вы тут разбегаетесь, сделайте вот эту часть. Ну, как-нибудь там обрежьте, может быть. И храните, храните. Она принесет вам удачу. Потому что здесь счастливые, здесь довольные, здесь влюбленные. И здесь у людей все просто замечательно. Так, мои хорошие, берегите себя. Подумайте над тем, что я вам сказала. У вас реально какой-то зажим, у вас реально какой-то испуг. Не ради этого мужчины, ради себя, девочки, надо от этого избавиться, надо это убрать. И вы потом убедитесь, как сильно вот этот испуг влиял на вас. Какой он делал вас беспокойной, такой постоянно волнующейся, переживательной. Да? Вы станете более уверены в себе. Вы станете более уверены в тех партнерах, с кем вы вот общаетесь, встречаетесь. Ну, по крайней мере, в этом точно станете уверены.
Ну, и это на радость, и вам на радость, и ему на спокойствие. Мои хорошие, всем спасибо за внимание, всем пока-пока.